ТикТок-шоу на Новом радио. Время 6:01, и это значит, что второй час нашего эфира уже начался, и у нас здесь наш гость, которого мы так долго ждали. Прям начался. Да. Прям вот начался. Начался второй здесь, час. Он да. сейчас тут. Да, тутушки. Представь гостя, что ты стоишь-то. Ой, что ты сидишь. Ну, конечно же, это наш друг, наш интересный, такой креативный Йодгор Исламбеков. Знают его все в сети как Iron King. Железный король. Здорово, что ли, железный король. Привет, ребята. Ну, слушайте. Вы такой скромненький. Скромный человек, да, такой. Я знаю момент, когда он не скромный. Когда? Только когда говорит «блиц». Итак, блиц. Итак, блиц. Вообще, я полагаю, что первым словом Йодгора было не мама, а блиц. Просто когда блиц. Я родился, да? Блиц. Где моя каша? Где молоко? Молоко натуральное? Скажи людям, что такое блиц. Возможно, кто-то и не знает, что это. Да, друзья, если вы не знаете, что такое блиц, то все просто. Блиц — это быстрые ответы на короткие вопросы. Причем вот ответы должны быть такими же короткими и не думая. Верно? Ну, когда как. Если время поджимает, нужно максимально коротко ответить. Если есть, допустим, время, я сейчас имею в виду, если формат для Инстаграма, так. Точнее, я прошу, чтобы они отвечали быстро. Если для Ютуба, в конце мы для Ютуба тоже во всех интервью задаем блиц-вопрос, там можно не коротко. Там можно прямо вот... Да, можно там, в поле разойтись. Подноготную рассказать, да? Просто разойтись в это полюшко, полететь, да, и все. Во-первых, как тут у нас для тебя? Как? Рассказывай, король. Я не первый раз, правда, тут. Вот. Атмосфера классная, вы классные, и мне очень приятно, что я с вами. Отлично, а теперь все это под запись, чтобы все знали. Каково это, когда блиц ведут с вами, а не вы, да? Кстати, прикольно. У меня было несколько раз, что... У меня было несколько раз. Iron King. Я имею в виду блиц у меня самый. То есть у меня спрашивали насчет вот этих вопросов, вот, я отвечал. И каково это быть не охотником, а жертвой? Иногда интересно. Иногда? Да. Смотря какие вопросы, да? Тоже верно. А вот сложно отвечать на вопросы? В моем случае, да. Почему? Ну, ты видишь, он такой скромненький. Я больше сторонник того, чтобы их задавать. Хитрюга. Я люблю быть охотником, а не жертвой, да? Да. В общем, друзья, как мы и сказали, у нас в гостях Iron King, человек, который делает классное интервью. Именно благодаря этому человеку, да, был такой хороший твой вклад, неоценимый в становление Кадами Курбона как популярной личности. Кстати, это было первое видео с вашего канала, которое я посмотрела, и на самом деле я совсем по-другому посмотрела после вашего интервью на Кадами Курбон. Если раньше для меня он был просто клоунадой, посмотрев интервью, я его так зауважала. Он мне так начал нравиться. И каждая его песенка, все это я вспоминала, какой он хороший человек. Прикинь. Вот. Так что Iron King у нас не только блицер, если есть вообще такое слово, блицер, блицмен. Можно и так назвать. Супергерой. В чем твоя суперсила? Как ты думаешь, в чем? А почему? А почему я так сделал? Все, человек Супермен, человек Суперблицер. Друзья, у нас в гостях Iron King, поэтому сделаем так. Люди, которые зададут самый интересный вопрос нашему гостю, который сам, по сути, постоянно задает вопрос, да? Да, конечно. Получат возможность выиграть приз от Нового радио. А кто будет победителем, выберет Iron King. Я выбираю? Конечно. Серьезно? Вопросы-то тебе будут. Круто. Круто, да? Да. Победителя выбирать. И приз получать от радио. Ну, конечно, да. Конечно, Йодгор, извини, для себя мы ничего не рассчитали. А я расскажу, что у него в Инстаграме уже почти 20 тысяч подписчиков. Люди, которые наблюдают и смотрят за его видосиками. Ля, какой скромный. 20 тысяч почти у человека. Тут человек 11 радуется, вон как. Серьезно? Ну, кстати, да. Я всегда думал, что у вас... с тобой-то я вообще соревноваться не собираюсь. Но, Умид, я думал, что у тебя намного больше. У меня было, пока мой аккаунт не взломали и не удалили кедрени фени из Инстаграм. Серьезно? У меня на первом аккаунте было почти 22 тысячи. Депрессия была? Депрессии? Нет, честно, депрессии не было. Чувствуешь, как он переводит стрелки? Чувствуешь? Но мы все знаем, Вот, дабы не влился он, как говорится, в свою ролл. Какую музыку предпочитаешь?
ну, когда как. Вот я сейчас был в зале, я там больше слушаю такие битовые, там, рэпчик такой, хип-хоп. Йодгору нравится One Republic. Однозначно. Однозначно. Да. А какой трек больше всего? Ну, старый альбом, 2011 год, по-моему. Это когда еще Зайн Малик был. Да. О! Вот. Я тогда очень, как бы, увлекался. А уверен ли ты, что Зайн Малик был в One Republic, а не в One Direction? Нет, One Republic. Точно? Сатфуи. Сатфуи. Да. Давай Это посмотрим. тот, который муж Джиджи? Или Ага, Джиджи не Хадид? Джиджи. Джиджи? Не знаю. Что за... Ну, это ваши же женские темы. Да, да. Это вот этот красавчик, который... Это тоже ваши женские темы. Мы с Йодгором не знаем, насколько он красавчик. Но он здоровенький, из-за этого я его запомнил. Ну что. Все-таки красавчик. Ладно, тут первый вопрос. Йодгор, когда будет интервью с Корлеоном? Это уже от него зависит. Я несколько раз к нему обращался. Он сказал, я сейчас разрулю свои дела, и мы сделаем. Я полностью готов уже месяц, наверное. Корлеон, если ты вот это вот все слышишь, то все зависит от тебя. Ты Или давай-ка его не увиливай. друзья слышат, может Да. быть. Обязательно передайте ему, что вот так несерьезно относиться к работе нельзя. Ничего себе, тут человек тебе интервью хочет взять. Увиливаешь, видишь? Секретов, наверное, у него много. Второй вопрос готов от меня. Так, let's go. Вот мы с вами столько лет знакомы. Больше, чем все блогеры, певцы и рэперы, которые только вышли, не вышли. за вопрос сейчас будет. Почему нет блица со мной? А я же из-за этого пришел. Алло, вообще-то мне вообще никто не предлагал, я только сегодня узнала об этом. А вот и будет. Кстати, пишет, Корлеон-то был в эфире у нас все это время, пишет, окей, все будет, Акаджон. О, блин, он всегда так говорит, и все, ничего не бывает. Пусть он, Корлеон. Корлеон, срочно напиши и эту дату давай обозначь. Пусть он там на гость что-то говорил. Ты его перебил. Я? Пусть Я думал, он будет ругать. Я думал, он будет ругать. Не-не-не, ругать ни в коем случае. Нет, ни в коем случае? Не-не-не, я не так воспитан. Вая, чё за человек? Такой сидит. Вая. В моем случае некрасиво так поступать. Я, если говорю, я делаю. А этот, ну, он братишка, как бы, и вот так вот, я тут, я там, я приеду, потом сделаем, и вот. И сколько прошло уже с того времени? Больше месяца. Эх ты, Азиз. Как раз, ребята, чтобы вы понимали, почему я его заметил, он был у вас в гостях, и он здесь вживую пел. Живая среда была. Живая среда, да. Я посмотрел, заметил и сказал то, что, блин, с этим человеком обязательно нужно... Вообще у него песенка классная. О, Панаму, пари, Чангаксу не дарю, пари. Я приехала с Москвы, и его песню поставили, мне такая, ой, кто это поет? Клип, кстати, снят на одном кадре. И, кстати, снят он в Кайракуме. Да, я в курсе, я видел, заценил. Да? Круто. Молодцы ребята, постарались, сделали очень хорошо. Парвин Мавлонова пишет. Добрый вечер из Германии. Ну, из Германии, добрый вечер, говорят. Да, Ну, вечер добрый. Вечер добрый, знает вечер он добрый. ее или нет. Я был просто в Германии. Да, в каком городе? Когда? Я был в Мюнстере. Так. Я был в Берлине. Ну, я там много где был. Получается, немецкий знаешь. Ну, материться могу. Ну, значит, знаешь. Все. Конечно, в какую бы страну мы ни поехали, мы первым делаем учим матершинные слова. Это то, что нужно в чужой стране. Как говорится, знаешь мат, знаешь язык. Да, можно в эфире, да, материться? Ну, если, Йодгор, ты хочешь мне подачки таскать в следующие 10 лет, то можно. Нет. Так, вопрос был там или просто привет? Это был привет из Германии. Всё, я думала, там... Это был типа Guten Abend from Deutschland. Ich liebe dich, там еще что-то. Ja, mein Lieber. Ja, ich liebe dich. Ja, ich weiß Deutsch. Ja. Да, я серьезно знаю немецкий немножко, шо вы. Салам алейкум, пишет нам Буньет. Валейкум ассалам. Друзья, вопросы. Мы ждем ваши вопросы. У нас Iron King в гостях, человек, который берет у всех интервью, но сегодня мы с ним говорим. Однозначно. Ваня, что будет сейчас? Закидаем вопросами. Да, так, Зарик, есть у тебя вопросы, я знаю. Да, есть вопросы. С чего вообще вы начали заниматься блогингом? Вы же работали со мной совсем в другой сфере. Да, мы с тобой работали. Да, в сфере фитнеса. Давай, рекламируй, это же бесплатная реклама. Да, но я тогда тоже делал свой блог, но по фитнесу, если ты заметила.
Нет. Нет? Нет. Ты вообще, вот ты так вообще и- замечала, что он, фитнесом Конечно, занимается? это был единственный, наверное, человек из всех, с кем я там общалась. Вот. И на тот момент, у меня был только фитнес-блог. Но у вас в Инстаграме это было, да, не на Ютубе? Наоборот, на Ютубе только было. В Инстаграме не было. Значит, точно не знаю. Вот, кстати, Вот так и получается. Так я- Вот а, так ну мы еще, теряем Друзей. друзей. вот. Нет, Да, на самом деле, моя просто фраза. я не интересуюсь Ютубом, у меня только Инстаграм, ТикТок, а про Ютуб я вообще ничего не знаю. Вообще туда не захожу, есть только фильмы посмотрю. Ты в курсе, что тебя сейчас многие слушают и... Да, Да? ну ты же в курсе, да, что тебя многие слушают? да. Отлично. Тут вопросы. Значит, первый вопрос. Пишет нам Михрофрус. Какими удивительными способностями обладаете? Жму штангу, да? Стоя жму штангу от груди. Причем в сторону, да? Не над головой. В сторону. Наверное, задавать вопрос. Суперспособность задавать Да, вопросы. да, вот это, наверное, вот в моем случае, это вот для меня вот как-то вот так получилось, что я их очень Застать людей врасплох. хорошо задаю. Ага, то есть Вот, да. супер подвешенный язык. Скорее всего, обдуманные вопросы. Именно обдуманный. Да, я очень тщательно работаю над этим. Мгм. Не как Зарка, да? Ну ты палишься, конечно, мать. Следующий вопрос задает нам drakeris.cdr. Я его точно знаю. Точно, Да, конечно. по нику вот прям. Да. Сколько лет в спорте, спрашивают? Всю жизнь. Да. Вот это интересно. Было А не очень видно, да? Так, много всего. Вот. Начиная от лянги. лянга — это суперспорт. Да, конечно. Я И- вообще не знаю, что это. Ты вообще... Блин, может, мы ее выгоним? Она Надо ее ничего не выгнать. О знает. чем с ней вообще разговаривать? Она про лянку не А знает. ТикТоке? Лянка, не знаешь про лянку, жизни не видала, мать. Ланка, это которая вот играли в Ланку? Да. Друзья, вы обязательно это увидите Я на не нашем знала, что канале это YouTube. вид спорта вообще-то. Ну, это как бы я прикалываюсь, но, Не надо было говорить этого, она бы в это верила. энергозатрат там приличный, то есть ты тратишь свою энергию. У меня вот. вообще не получалось это дело. Ты вообще... Ты пробовал? Да? Красавчик. Ну, во дворе же все играли. Правильно, правильно. Хорошо, значит, еще каким видом спорта? Так, потом бокс, баскет, волейбол, бодибилдинг. И вот сейчас просто для себя там или играю в баскет, или просто хожу в фитнес там. А вот не было такого, что вот, в фитнес-зале стоишь такой, гантели жмешь, и вдруг тебе, бахнуло в голову, вот бы в баскет, в кольцо бы забросить, и такой по инерции штангой или гантелями начинаешь об пол бить. Есть вопрос, очень интересный, кстати, задает некий CN Ali John Кадиров. Звучит он так. Если отмотать время, занялись бы бодибилдингом или выбрали бы другой вид спорта? Скорее всего, поменял бы, да. Остался бы в боксе. В боксе? Да. Я думаю, если бы вот остался бы в боксе, обдуманных вопросов мы бы не услышали от тебя. Отвечаю. Друзья, это ТикТок-шоу. Согласен. Это ТикТок-шоу. Задаем вопросы Йонгору Iron King. Человек, который сам любит задавать вопросы. Ты в курсе, что ты сейчас многих спортсменов просто обидел? Все нормально. Я сам занимался боксом. Окей. Так что я сам себя Из-за сейчас этого у тебя тоже плохо обидел. получается. А да, я о чем? Вести эфир. Так я об этом и говорю. Ой, красавчик. Так, тут есть еще один вопрос, значит, на который мы ответим, наверное, чуть позже, да, но все-таки зачитаем его. Давай. Значит- Я подумаю пока. Да, кстати, все-таки бокс же бросил, думать можешь. Вопрос. Значит, Мамат Саидовна задает нам вопрос такой. Любите вы готовить или кушать? Вот любишь ты готовить или любишь ты кушать? Вот такой вот вопрос. Однозначно я предпочитаю покушать, Как спортсмен. как спортсмен, да. Но в последнее время я готовлю тоже неплохо. Вот. А раньше И- было плохо? Да, раньше было очень плохо. Но мне нравится готовить. Честно. Нравится? Да. А людям? А, Есть с кем делиться едой? Ну, кроме там домашних животных. Итак, пару раз было, не знаю, друзья говорят, они нормально. быстро выходили из больницы, их быстро отпускали? Или как?
Вроде нормально все было. Вроде нормально, да? Вроде нормально, ну, действительно, о мертвецах либо хорошо, либо ничего. Ладно, значит, едем дальше. Есть вопросы. Пишут, что бы ты изменил в своем прошлом и почему? Я бы, наверное, изменил свое отношение к тому, чем я занимался. Ну, я имею в виду вот именно по работе в сфере фитнеса. Или вообще не пошел бы в этом направлении. А вот почему? Потому что многие до сих пор, когда меня видят, они ассоциируют меня именно вот с железой. Да, именно вот с залом. Я никак не могу избавиться от этого. Это надоедает. Понятно. То есть увидят вот... тренер, да, тренер, вот. Тренер? Вот это максимум. Ну, тренер, это же крутое прозвище. Это круто, но я никогда этим не занимался, и я не скажу то, что я прям... Тренер, да? Да, я прям крутой тренер. Вы просто вели про фитнес-канал. Да, у меня был блог про фитнес, и, конечно же, я управлял фитнес-клубом, было, вот, продвигал, маркетинг вел в фитнес-клубе. А так прям не было такого, что прям тренер? Не. Ну, с друзьями как бы тренируемся. Если есть какие-то советы, я могу дать. Окей, тут вот это реально интересный вопрос, вот честно. На что тебе не хватает смелости? Чтобы признаться в любви. Так. А вот сейчас в статье есть возможность. Отвечаю сейчас можно. Давай, кого любишь? Не, я сейчас имею в виду, что я... Пока не получил ответ, что это такое, когда мне говорят там, вот что ты думаешь про любовь? Я говорю, ну, если вы мне дадите конкретное описание тому, что это есть, я скажу, да, я это знаю, или мне это знакомо, или нет. Так, погодь, это что такое? Это что это так? Агностик? Или как это называлось? Не, агностик — это человек, который сомневается. Ну, значит, получается, сомневаешься в любви? Ну, это в любви к Нет, Богу. он просто пока не испытал этих чувств, о которых все говорят, и он не получил точного ответа, что такое любовь. Но ведь любовь у всех по-разному, видишь, все видят разные чувства в любви. Ты смотри, а? Зарка, ты мне настоящий друг. Он, получается, сейчас говорит о том, что у него не хватает смелости говорить «я тебя люблю», потому что он не испытал еще вот этих чувств, о которых все говорят «любовь». Серьезно? Вот ни разу за всю жизнь? Ну, смело могу сказать, да. Сейчас твои бывшие такие, зараза, правильно сделала, что ушла от него. Ладно, тут еще один вопрос. Какие ведущие самые топовые, по твоему мнению? В общем, да? Да, в общем, скорее всего. Умид, Зарка. Вая, прогиб засчитан, ежи. Профессионально он это сделал. А для меня, кстати, ведущие, которые вот бои ведут, они прям так классно говорят, это все. На UFC, вот там, да. Я не знаю, почему меня спрашивают. Я не знаю, ведущие, как их можно оценивать. Ну, не знаю. В моем случае, если бы сказали, то что интервьюер, кого ты можешь оценить. Наверняка был бы Дудь. Нет, мы же о Таджикистане говорим. Зачем нам? В общем, кажется. Тут локация. Давай тогда Таджикистан. Давай Таджикистан. Я самый лучший интервьюер, да? Кто? Это оттуда вопрос, или ты сам задаешь? Нет, мы уже обозначили. Был общий вопрос, ты сам перевел его в локацию, сам сказал, если бы было уточнение, сам же для себя вырыл яму. Яму, да. Лезь давай. Итак, интервьюер, да? Кто лучший интервьюер в Таджикистане? Ну, скажем, не лучший, а один из лучших. Давай, так будет корректнее. Один из лучших. Мне более-менее честно нравится Орзу Исаев. Ну, он, конечно, крутой, согласен. Вот тут согласен. Можно и сказать, что он один из лучших ведущих тоже. Да, кстати. Еще он пишет песни. Есть такой. Кстати, тут у нас очень классное сообщение. Брат. Ну, она не только у меня была в гостях, но с ней у меня было интервью, да. Ну, значит, они видели и узнали? Скорее всего, да. Был интервью. Так, во-первых, пишут, Йодгор, здрасте. Здорово. Во-вторых, пишут, говорят, в жизни надо попробовать все. Есть ли что-то, что бы ты хотел попробовать?
Ну, я, если честно, немножко не согласен с этим. Формулировкой, да? Да, потому что, ну, не знаю, секс, наркотики, рок-н-ролл — это не для меня. Это не это тебе? Нет, я ни разу не пробовал и не хочу. Да, имею в виду именно наркотики. Любого вида там. Любого вида. Да. Ну, на самом деле, мы тоже против этого. Мы за здоровый образ жизни, и мы всех призываем радиослушателей абсолютно отказаться от любого вида наркотических веществ. Однозначно. И, кстати, от курения, от алкоголя тоже. Ведите здоровый образ жизни, друзья. Мы вот за это. Эти два еще в меру можно. Ну, как бы да. Но вот, Потому что вот лучше нет, чем да. никто не застрахован. Да, лучше нет, чем да. Ни ты, ни я не застрахован. Именно, поэтому лучше нет, чем да. Иногда согласись? бывает, что мы грешим, правильно? Грешим, конечно, бывает иногда. ну вот. Но ведь лучше, да? Нет же, чем да. Лучше, чем же нет, да. Конечно же. Да, тут есть вопрос. Какое интервью запомнилось больше всего и почему? Я думаю, что вот это интервью, которое я сейчас даю, запомнится. Потому что оно самое веселое, атмосферное и Ну да, и... нетипичное. Или интервью, которое я... Конечно, в твоей карьере. Интервью «Эра». Ну, я стараюсь запомнить всех. А вот есть какое-то, чем-то выделявшееся? Вот прям особенное что-то там произошло, что вот, ты вот вспоминая всю вот эту карьеру, вспоминаешь первым делом именно вот этот момент, именно вот это интервью. Ну, как бы грустно не звучало, Да. у меня был в гостях Карумат Шарипов. Ага. Был он лидером мигрантов в России. Угу. Вот, и он был у меня в интервью, Угу. и через месяц его не стало. То есть это осталось вот историческое интервью. Печально. Печально, но это последнее его интервью было, и я думаю, что многим это запомнилось, и многие мне писали то, что вот так получилось. Так получилось. Да. Да, печально, действительно печально, царство ему небесное. Тут есть еще один вопрос, пишут нам, Акай Йодгор, почему на Ютубе мало контента? С каждым разом, как бы это громко не звучало, многие уже не идут ко мне на интервью, многие отказываются по определенным причинам, кто-то боится, что якобы я задаю очень острые и каверзные вопросы. Многие не приходят, потому что считают, что они не готовы к этому. Вот. И мне приходится долго ждать. Многие, такие как Орлен, они все говорят там сегодня-завтра, и никак не могут дойти. Допустим, такие тоже есть. Я ни в коем случае не бросаю это дело. Я постоянно готовлюсь, потому что у меня сейчас как минимум 10 интервью готовых. Круто. Да, и гости не приходят, и я постоянно жду. Из-за этого у меня контент немножко расслабился. Раньше люди побольше ко мне ходили. Понятно. Такова суть таджикского шоу-бизнеса. Я вам скажу. Согласен. Всегда все не вовремя, всегда все опаздывают, всегда все из себя... Принесите, пожалуйста, нам чаек, пледик и поставьте грустную музыку. Сейчас грустить будем. Да, есть вопрос. Какой ты видишь свою жизнь через 10 лет? Для меня самое главное остаться хорошим человеком. Если так получится, что я немножко стану известным, чтобы мне зазвездеться и быть простым смертным. Ясно. Значит... Не терять свою человечность. Спасибо, Зарка. Ты очередной раз меня выручила. Я смотрю, кореша прямо. Мид против меня топит. Ничего не топлю я против. Ничего подобного. Все. Значит, вопрос. Самая неловкая ситуация в вашей жизни. Он сейчас так на тебя посмотрел, типа, все равно задал. Я разве не ответил на этот вопрос? Еще нет. Еще нет. Самый неловкий момент — это когда ты находишься в какой-то ситуации и... А вот можно, пожалуйста, не юлозить, а конкретно свою ситуацию рассказать? То есть мне сейчас нужно вспомнить ситуацию, и я... Да, вот самую неловкую прям вспомнить и рассказать, описать. Например, вам стыдно рассказать? Да. Стыдно, вроде я ничего такого не совершал. Наверное, это вот когда вот в студии, в прямом эфире, ты не можешь никак... уйти от вопросов, и приходится на них отвечать. Значит, вопрос следующий. С кем бы из российского шоу-бизнеса ты бы хотел, снять видео, интервью, а с кем бы принципиально бы не сделал этого? Моргенштерн,
Нет. Тимати. С кем бы хотел? Давай определимся. Можно назвать людей, которых уже нету в живых? Или... Ну, конечно, можно. Почему бы нет? Ну, Это я же бы, все-таки- я бы с удовольствием Цой. с Цоем, да, и с Высоцким. О, А Натан? кто? А, Натан? Да. С Натаном я надеюсь, что у меня будет интервью, да. Он же тоже, да, как-то в какой-то мере таджик, по-моему, да? Нет? Полностью? Да, он таджик, и я надеюсь, что он будет. Ну, есть такие вот. Это Натан, вот этот Натан, который? Да. Все, понятно. Так, значит, вопрос. А вот если брать прям вот из современного шоу-бизнеса, из тех, кто в живых. Земфира. О, крутой выбор. Да. Уважуха. Скажи. Красава. Жить в твоей голове. Да. и любить. А с кем бы я не хотел? Да, с кем бы не хотел. Моргенштерн. Мне почему? Я последнего интервью посмотрел, вроде он этот... Когда нужно, он адекватный. Не, вот что касается Моргенштерна, давайте я заступлюсь, потому что я за ним наблюдаю с 2017 года, когда он еще был совсем пискуном. Моргенштерн на самом деле, он всегда об этом говорит. Он говорит: люди, я шоумен, моя задача вызвать у вас эмоции. И я этим занимаюсь. Все, что вы видите на экране, на Это сцене, всё это шоу. образ. Да. Это лишь образ. В жизни я другой. В И это жизни на действительно самом факт. деле он очень хороший. Я вон вижу, как он помогает детям постоянно. Ты видишь, как он игру-то перевернул? Мы с тобой Да. начинаем говорить. Ну-ка давай. Я ответил вроде, да? Только Так с кем бы не хотел? А, так с и не кем бы не ответил. хотел? Ну, с кем бы не хотел. Вот смотри, столько персонажей есть в российском шоу-бизнесе. Собчак. Собчак, хотел бы с ней? Нет, почему да, хотел. Тимати. Ну да. Хотел бы. Да он со всеми хочет. Да он, походу, со всеми хочет интервью. Не-не-не, есть, допустим, персонажи, которые действительно недостойные. Допустим, Фейс, рэпер Фейс. Ясно, Не, все не понятно. не хотел. Я Вот, с мало Фейсом бы знаю. не хотел. Нет, Отлично. Земфира бы хотел, с Фейсом нет. нет. Все ясно, все верно, все хорошо. Слушайте, ну все, эфир подходит к концу, к сожалению, да? Значит, подходит к концу эфир, и мы должны, наверное, да, выбрать самый интересный вопрос. Какой тебе больше понравился? Как насчет, значит, вот этого вопроса? А можно их перечислить? Ну, смотри, мне понравился вопрос вот этот. Если отмотать время, занялся бы бодибилдингом или бы выбрал другой спорт? Есть вопрос про, вот сейчас спрашивали, да, про то, у кого хочешь взять интервью из российского шоу-бизнеса и не хочешь. Есть самая неловкая ситуация в жизни. Запоминающееся Есть интервью. Вот такой вот вопрос есть. Лучшие ведущие Да, было. лучшие ведущие. Интервьюеры. Какой ты видишь свою жизнь через 10 лет? Такой вот вопрос был. И вопрос, конечно, о контенте. Почему так мало контента? Так, говорят, в жизни надо попробовать все. Хотел бы что-то попробовать, был вот такой вопрос. Ну, скорее всего, вот этот вопрос, который занялся бы я, если... Отмотать время назад, да, что бы в прошлом он изменил? Был и такой вопрос тоже, Да. кстати. И почему? Вот Вот по этот, поводу бодибилдинга. да. Отлично. Итак, CN Алиджон Кадиров, HU, зарабатывает от нового радио, да? Так что же он получит-то? Хочешь узнать, да? Да, конечно. Хочешь узнать, да? Да. А ты хочешь узнать, да? А ты тоже хочешь узнать, да? Отлично. Так вот, Алиджон Кадыров зарабатывает от нового радио. И от партнера нового радио, кондитерского дома «Шоколадье». Торт! У-у-у. Мощнейший торт! От шоколадье. Тыдыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. Да, правильно. Па-ба-бау. А Вот размер так вот. имеет значение? То есть, Ну, конечно, имеет значение. я о торте. Торте. Хорошо. Значит, размер хороший. Размер хороший. Такой средний торт. Средний торт. Да. Ну, Я тебе так скажу. Этот торт хватит, ну, если по кусочку, на человек 8. Как тебе такое? круто. На всю семью хватит. На всю семью. Значит, Йодгор, во-первых, хочется сказать тебе спасибо большое, что пришел сегодня. Несмотря на Спасибо. дела, на занятость, уделил нам время. Если ты захочешь взять у нас с Арки интервью, мы, конечно, придем. Мы не будем откладывать Мы не на будем месяц. откладывать, да. Мы так сразу придем, да? Ну и по правилам мы постоянно задаем нашим гостям последний вопрос. Как продвигаться вообще в Инстаграме, в ТикТоке? Если вы что-то об этом знаете, есть какие-то советы для наших слушателей, что нужно делать, чтобы продвигаться как блогер? Блиц! Единственное, допустим, у нас в Таджикистане, что бы я хотел попросить, чтобы наши блогеры, дорогие, они
делают контент, да, но чтобы они сделали так, чтобы каждому гражданину Таджикистана не было стыдно говорить, что да, я смотрю, у нас есть блогеры, они делают контент на очень хорошем уровне, и когда за пределами Таджикистана у них спрашивают, чтобы им не было стыдно показать, что и сказать то, что да, у нас тоже есть, кем мы можем гордиться. А все остальное это делайте, не забрасывайте и старайтесь все делать интереснее. А вот смотри, тогда такой вопрос тебе, да? Блиц! Хоть ты хочешь перед каждым вопросом говорить, блиц! Это вот как плетка, блиц, есть же? Вот что бы ты посоветовал начинающим блогерам для того, чтобы быстрее набрать аудиторию? Твой лайфхак личный. Коллаборация. Допустим, обязательно нужно учитывать контент, который более-менее подходит к твоему контенту, и найти блогера с этим контентом и убедить его обязательно, чтобы он пошел с ним. Да, потому что таких предложений каждый день поступает, но со всеми тоже снимать не. Надо убедить, может, вот лично меня, если будет начинающий, он придет ко мне с предложением, если у него будет достойный контент, то конечно, я ему помогу, я сделаю все, чтобы он продвинулся, у него получилось. Получается, если окольцевать в общем эту мыслю, получается, будь достойным. Да, достойный. Будь достойным. Достойный контент. Такое ощущение, будто Тор рядом со мной сидит. Достоин, поднимешь аудиторию. Недостоин, нет. Ладно, друзья, Йодгар Исламбеков был у нас сегодня в гостях, более известный в массах как Iron King, то есть Железный Король. Но, уважаемые друзья, просьба, увидев его на улице, пожалуйста, не говорите фразу тренер, говорите интервьюер. Или просто Йодгор, все. Или просто Йодгор, да? Йодгор. Ну или как называют йога. Друзья. Да, близкие друзья. Вот ты сейчас, вот, мать, ты вот палишься сегодня весь день, человек тоже спалило. Ладно, народ, с вами был ТикТок-шоу, с вами был вечерний эфир ТикТок-шоу, с вами была вечерняя Зарк, с вами был интервьюер Йодгор Исламбеков, Я скажу, и дядюшка умеет. Спасибо, спасибо, что я без тебя делал. В общем, Йодгор, спасибо большое, мы с тобой не прощаемся. Потому что, да, мы с тобой увидимся очень скоро, буквально через несколько минут. Почему? Потому что сейчас будем проводить фотосессию. Друзья, увидите нас в Инстаграме. Все, всем покедова, хорошего настроения. Спасибо. ТикТок-шоу на Новом радио.